привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Первый наш сюжет – это опрос, который провел Славик Брешев, и он расспрашивал наших горожан, как они проводят эти замечательные осенние деньки. Не знаю, как вы лично, я очень люблю осень. Вы любите осень? Я не люблю лето, потому что жарко. А осень, когда можно днем выйти, вдохнуть вот этот вот воздух свежайший, ну почти свежайший воздух и пойти. Вообще, эта осень, она самая замечательная на моей памяти в этом году. Она, как заметил правильно Илья, она, во-первых, сухая, она солнечная, и она как никогда теплая. Я думаю, все это заметили. И если вы видели у меня в Инстаграме, там есть клевые такие золотые листья осени. Ты сейчас как будто про вино говорила. Сухая. Ну, в 3-4 классе я ждал осень. Знаете, ради чего? Потому что осенью мы занимались чем? Готовились в школе к уроку естествознания и собирали гербарий. Ну, прикольно же было, как ты вбегаешь в этот желтый лес. А потом кидаешь листья вот так. Да, ради того, чтобы найти самый эксклюзивный вариант листочка. Я поняла, чье время сейчас. Сейчас реально время для фармацевтов, для аптек. У них там вообще, наверное, кэш там. Осень там. Это аптечный рэп. Вы про меня очень сильно заинтересовали. Не убегай ты никуда, иди сюда. Если не получится, ты убежишь. Каждый из вас вытаскивает букву и говорит, что делать осенью глаголом и существительным. Буква «С». Что делать осенью на букву «С»? Целовать цыплят. Что делать осенью на букву «Т»? Терять тапочки. Что делать осенью на букву «О»? Отлично отдыхать. Что делать осенью на букву «Ш»? Шумно гулять. Что делать осенью на букву «З»? Буква «Е». Нет, цензура, давай. Что делать осенью на букву «И»? Икать. Что делать осенью на букву «Л»? Любить лимоны. Листать литературу. Кстати, очень правильно, у меня вообще дурацкие варианты. Лизать люстру. М. Мешать. Мешать. А что мешать? Учителям. Что делать осенью на букву «Ц»? Целовать цыпленка. Что делать осенью на букву «Г»? Что делать осенью на букву «Щ»? Щекотать щиколотки. Что делать осенью на букву «Г»? Гулять гвоздем. Не знаю. Что делать осенью на букву «Р»? Рисовать рисунки. Что делать осенью на букву «Т»? Творить чудеса. «С». Смотреть сериалы. Что делать осенью на букву «Н»? Можно и ночевать на улице. Что, мужики? Носки. Носки, совершенно верно. Носить носки. Что делать осенью на букву «К»? Кушать. Колдовать. У человека сегодня очень плохой день был. Сейчас еще мы подойдем, репортеры, и будем говорить: а скажи, как у тебя проходит осень? Привет. Что делать осенью на букву «Ч»? Читаю чудеса. Читать чудеса, совершенно верно. Спасибо тебе большое. У тебя был очень тяжелый день, но приятного вечера. Л. Любить лимоны. М. Менять мечты. Друзья, на самом деле, если подумать, можно выдать очень интересные ответы, а если не думать, можно выдать еще интересные ответы. Что я говорю? В общем, друзья, всем отличной осени. Пока. А наш следующий сюжет посвящен выставке юной художницы Кюней Егоровой. Выставка называется «Кэм» по-якутски, а на русский переводится «Пора». Эта выставка проходит в Римско-католической церкви. Вот. Здесь у нас в центре города, что очень удобно. Ознакомился по съемкам с экспозицией этих работ. Могу сказать, что очень интересно и, самое главное, созвучно вот как раз-таки с осенней порой. Друзья, почему нет такой арт-выставки, да, где стоят чисто парты, только парты и рисунки на партах? Это живое искусство. Учителя это не поддерживают. Сейчас, наконец-то, наступило время, когда, кстати, вот, граффити стали называть искусством. Да? Если когда-то называли хулиганством, то сейчас называют искусством. Так вот, насчет парт. Когда рисунки на партах назовут искусством?
больше художников вдохновляются осенью, как такой живописной порой. Все дело тут не только в визуальной составляющей, то, что это очень красивая пора, но и то, что действительно это время, когда природа потихоньку увядает, все затухает, и человек начинает больше задумываться о жизни, начинает оценивать, начинает анализировать сам себя, а вот из этого самоанализа постепенно рождается творчество. Все очень интересно, проникновенно, да, с таким взглядом, но философским таким. Где-то грустно, где-то задумываешься, где-то весело. У каждого своя энергетика. Работы Куны очень интересные, такие необычные. И ты как бы погружаешься в эти картины и попадаешь в космос, и попадаешь в транс. Работа очень клевая, мне очень понравилась. Здесь есть своя индивидуальная атмосфера. Передается даже, мне кажется, в форме самого помещения. Да? В большинстве картин такой какой-то мелодичности и забавности я не заметила. Это, скорее всего, они, наверное, не позитивные, нежели позитивные. Выставка называется «Кем». Это как бы пора мне начинать это. 2 года назад закончила институт, постепенно шла к этому. В основном у меня в рисунках связано с временем. Ночь, день, часы, секунды, вечность. Люблю графику. Черно-белым можно передать разные эмоции. Кто-то найдет в этих печаль, грусть, кто-то счастье может в белых, черных тонах. Сама я интересуюсь психоделикой, сюрреализмом, но до сюрреализма мне, конечно, далеко. Поэзия меня интересует очень. Читаю Маяковского, мой любимый самый. Главное задуматься. Вот у них такой посыл, что ты должен подумать над этими картинами. Мне кажется, здесь более глубокий смысл, который задевает твои внутренние чувства. Кюне, скажем, мы с ней познакомились год назад и начали сотрудничать. Это человек очень творческий, да, чистое такое, артхаусное. Человек создает самого себя изнутри. Реальность – это уже обычные будние дни. Работа, дом, ужин, завтрак. В этом надо найти, я думаю, во всем найти свое внутреннее состояние. В одном из наших клубов прошла вечеринка под названием «Запретный плод». И тебя, Вера, и тебя, Илья, не часто вижу в клубах. В чем дело, ребята? Я начну, да? Ну, все началось с того, что я 1,5 года отработал в баре, как бы, и мне уже ничего абсолютно там удивительного. Бар и клуб совсем другое. Основная масса людей ходит в клубы в студенческие годы, когда ты легкий на подъем, тебе нечем особо заняться, ты ходишь по клубам. Ходишь, знакомишься с новыми людьми, заводишь новых друзей, новые знакомства, правильно? Ну, я хожу в клуб повеселиться. Ну, вот перефразируй тебя, почему ты не можешь дома повеселиться? Потому что, во-первых, 1:00 ночи дома нельзя орать, чтобы соседи не беспокоили. Тебе поорать надо обязательно. Да, мне нужно поорать, посидеть громко-громко с друзьями, позвать всех друзей, посидеть там. Может быть, познакомиться с девушками. Может быть. Ну, не может быть, ну, да. Едва ли, но мало ли, чем черт не шутит. Сейчас, специально для программы про педера, я сознаюсь, я хожу в клубы, чтобы знакомиться с девушкой. Любой поход в клуб – это такой маленький праздник, действительно, все люди принаряжаются, все в приподнятом настроении, и ты приходишь, и в конце концов из каких-то будничных, таких, может быть, не совсем приятных дней ты попадаешь в эту атмосферу праздника. Это действительно приятно, действительно расслабляет и полезно и для психики, и для всего остального. Мы ходим в клубы, чтобы было что рассказать. Мы же не скажем, допустим, в четверг, да? Вчера была отличная пятница. Поработали. В четверг-то точно не скажешь. В четверг стопудово не скажу. Я не знаю, какие у тебя отношения с причинно-следственной связью, но я так точно сказать не смогу.
суббота. Ладно, Да, суббота. давай субботу Да, возьмем. Ты же не скажешь, допустим, вчера была отличная пятница. Да, вот, всё, теперь нормально. Да, поработали, пошел домой, поел и уснул. Вот ты не скажешь, а вот когда ты сходил уже в клуб, ты можешь, чувак, вчера была отличная пятница, пошли в клуб, повеселились, поорали в караоке, познакомились с красивыми девушками. Вчера было круто. Вот ради этого нужно ходить в клуб, чтобы было что рассказать внукам. Якутск очень контрастный город, очень холодные будни, но поистине жаркие ночи. Ну, сегодня наш клуб тоже подготовился. Вот такая вот декорация. Это яблоко в честь вечеринки, запретный плод, думаю. Нормальное азербайджанское яблоко. Привет! Что для тебя запретный плод? Яблоко! Запретный плод — это то, что нельзя купить за деньги. Отлично, спасибо. Ой, я не знаю даже. Он думал, я у него интервью возьму. У моей! Вот, именно так! Именно так танцуют в самых крутых европейских клубах. Ну что ж, дорогие друзья, так как Михаилу Кириллину становится хуже, мы быстро сворачиваем передачу, заканчиваем. С вами была программа «Пропеллер». Заходите в наше сообщество ВКонтакте, Проб ТВ, а также на сайт youtube.com. Всем здоровья. Всем пока. Такие вообще слова вставить не дали. Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.